Добрый вечер, телезрители. Антикоррупционное законодательство является одним из необходимых и значимых элементов для противодействия коррупции. В том или ином виде этот инструмент работает практически во всех государствах. Сегодня мы будем обсуждать тему нашего антикоррупционного закона. В студии у нас гости. Депутат парламента Алхаз Джинджоля, старший прокурор управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Давид Чагава, член Общественной палаты Кварджия Абисалом, член инициативной группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров Астамур Какалия. Здравствуйте. Добрый вечер. Наверное, Астамур, вы начнете, скажете, в чем задержка. Я, наоборот, с удовольствием Хорошо, давайте так. Так у нас совпало, что тема нашего сегодняшнего эфира фактически проходила главным лейтмотивом во вчерашнем интервью президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжаня. Президент обозначил имеющиеся пробелы в законодательстве, особенно по противодействию коррупции. Также он отметил, что правоохранительные структуры работают неэффективно и не соответствуют вызовам сегодняшнего времени. Ну, много там было сказано на эту тему, и на самом деле это, мне показалось, был главным лейтмотивом. Эта тема была посвященная антикоррупционному законодательству и правоохранительным структурам, которые тоже могли бы внести какие-то инициативы. Он обращался к прокуратуре, к Верховному суду, которые они, в общем-то, и должны инициировать какие-то законы по противодействию коррупции, по усилению, не знаю, наказания, скажем так. Алхаз Владимирович, вы как депутат парламента, наверное, больше, информирования. Вот в чем загвоздка, почему этот закон так и не вышел из стен парламента, получается? То есть он не действует, да? Не вступил в силу. Не вступил в силу. Если уточнить, вступит в силу после принятия закона о госслужбе. Такая формулировка в последней статье действующей. Немножко громче. Во-первых, с вашего позволения, добрый вечер, естественно, всем. Я бы начал немножко с предыстории. Вряд ли сейчас все дословно помнят хронологию этого долгого, многолетнего, астык поправить, там сколько лет уже длится эта дискуссия в обществе. Значит, последнее принятие каких-либо документов, изменений состоялось в марте прошлого года. После, напомню, такой нелицеприятной, можно, наверное, назвать акцией, когда люди вынуждены были объявить голодовку, прийти в парламент, все на эмоциях, все как у нас часто бывает. Но это как-то способствовало продвижению этого закона? В итоге принята была устраивающая или не устраивающая, но были приняты, вернее, изменения к закону о декларировании. Значит, там поправит и юрист, и Астамур поправит, если неправильно говорю. Очерчен круг декларантов, очерчены интересующие налоговые органы области владения, то есть недвижимость, там, активы и так далее, и так далее. Все очерчено, достаточно четко приложены формы документации в том числе. Ну, разбили копия обо что? 16-ю статью, которая гласит о том, что этот закон вступает в силу после принятия закона о госслужбе. И там уже не нашли понимания. Стороны, депутаты считают многие, что и так пошли навстречу инициативной группе и приняли необходимым с юридической точки зрения объеме документ. Инициативная группа считает, что этот документ фактически обесценен. Это положение дел на сегодня, насколько мне известно. Что касается самого высоко, так назовем, духа закона, конечно, все, что связано с антикоррупционной деятельностью, у нас все это озвучивается с таким придыханием, благоговением. Но дальше этого вообще у нас традиционно редко что идет. Не считаю, честно говоря, что только
И честно скажу, не считаю, что принятие только закона о декларации станет той волшебной палочкой, которая поможет нашему обществу избавиться от коррупции. Ну, этот закон же Это практически во в всех, моем наверное, понимании, странах это он только часть. присутствует. Не во всех странах, уточним. Ну, там Закон о другие формы. декларировании принят во всех странах. Ну, там еще 20-ю статью. Нет, если это не закон о добавить. обогащении, но закон о декларировании принят во поможет. всех, Ну, кроме африканских, там, центральноафриканских стран. Ну, мы- Кстати, к сегодняшней В теме... какой стране не принят закон о Самур. декларировании чиновниками собственности, Алха, скажите? сейчас я не могу Самур, уточнить. подождите хотя секундочку, бы. я сейчас... Вот В вчера, частности, кстати, в нашей. Зачем-то о других говорить. во вчерашнем Кроме интервью наших. президент вот именно к парламенту обратился, вот цитата из его интервью. В парламенте лежит ряд законодательных проектов, направленных на противодействие коррупции. 3 года они там лежат и не нашли продолжения. Вот. Ну, почему не нашли? Если, насколько я помню, инициативная группа представляла проекты своего видения этого закона. Аслан Георгиевич, кажется, представлял именно он один из проектов. Он также сказал, что если им не нравятся эти проекты, пусть они предложат другие. Вот это было... Нет, вот. сперва предложенных хочу сказать, и части его предложений легли в основу принятой редакции. Там, сейчас я не хочу ошибиться, был у нас проект, касающийся вообще информационной политики с антикоррупционным подтекстом. Как-то тоже не нашло должного внимания вот эта юридическая норма. Ну, много еще чего надо принять. Если мы с таким рвением стараемся принять и считаем нужным, я считаю нужным, да, надо принять, приняли, ну давайте, чем спорить, лучше уже закон о госслужбе, мы бы в течение года нет, и в течение 3 месяцев можно было бы, наверное, и написать, и создать, и хоть проект представить. Если Сейчас уж параллельно говорить. будет проводиться работа, вот я знаю, что комитет по госсвязи будет этим заниматься по цифровизации вообще всей документации. То есть там будет легко вообще достать любую информацию. Смотря любую- что они имеют в виду под цифровизацией. То есть все практически государственные структуры, все базы данных, все будет вот, цифровизовано. То есть достать информацию, ну, если вот сейчас касаться чиновников или госслужащих, декларации и прочее, то есть это очень быстро будет, можно будет сделать. Ну, да вообще получить любую При вступлении справку. этого закона, да, можно. А И если он не этого вступит в силу, закона, никогда не будет этого. и когда будет все вот... Я, например, не могу посмотреть декларацию и узнать о бизнесе Алхаса только по слухам. Юридических данных у меня все еще нет. Хотя вот Декларации. граждане России, например, могут узнать, граждане Англии могут, Армении, Грузии, а вот граждане Абхазии не могут знать, потому что отчетности нет. Вы позволите или... Можно? Давайте Да. узнаем мнение старшего прокурора Управления права и по надзору и исполнению законодательства о противодействии коррупции. Чуть не сказал коронавируса. Ну, это сегодня наболевшая тема, потому что согласен с вами. Обе темы достаточно наболевшие. Я здесь позволю немножко не согласиться с названием нашего сегодняшнего эфира. Антикоррупционный закон так и не вступил в силу. Насчет почему, это другой вопрос, но антикоррупционное законодательство в той или иной форме в любом случае на территории Республики Абхазия сегодня действует. Поясню почему. Выражается оно в законе Республики Абхазия о противодействии коррупции, который был принят парламентом, Народным собранием нашей республики в 2015 году, а вступил в силу в 2016 году. На основании этого закона Генеральной прокуратуры Республики Абхазия было создано соответствующее управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Основанием к нему также послужило соответствующее распоряжение президента и ряд организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры, внутренних документов, которые регламентируют на сегодняшний день деятельность нашего управления. Поэтому говорить вот в таком ракурсе, что антикоррупционный закон на территории Республики Абхазия не действует, говорить нельзя. Другой вопрос, насколько этот закон эффективен и какие полномочия он предоставляет заинтересованным структурам для того, чтобы исполнять те цели и задачи, которые в нем изначально по своей природе должны быть заложены. Дело в том, что принятие закона, я согласен здесь с уважаемым
депутатом парламента, принятие закона в той или иной форме не является панацеей для разрешения проблемы или какого-то конкретного вопроса. Закон должен сопровождаться принятием определенных подзаконных актов, которые разрабатывают механизмы реализации этого закона. Вот в чем на сегодняшний день наше законодательство и хромает. Очень часто и в народе бытует мнение, и среди государственных учреждений и должностных лиц, когда вопросом к нашему управлению возникает, в той форме вопрос возникает, что сколько человек привлечено к уголовной ответственности и какое наказание они понесли. Вот хочу пояснить, что действующим законом о противодействии коррупции, на сегодняшний день действующим, принятым парламентом республики, управлению, непосредственно осуществляющему надзор за исполнением этого законодательства, не представлены полномочия по возбуждению и привлечению определенных лиц за должностные преступления. Наше управление не занимается следственной деятельностью. Мы не имеем права этого делать. Помимо этого, мы не имеем права проводить даже доследственную проверку. То есть это одна из форм прокурорской проверки, в которой разрешается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела. Вот здесь я возвращаюсь к тому моменту, что не принят ряд организационных документов, которые разработали бы механизм исполнения этого законодательства. Да, я понимаю озабоченность населения, сегодня только ленивый не говорит о коррупции в государстве. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности нашего общества, к большому сожалению. Хотя, конечно, не только у нас это происходит, но мы должны говорить за себя. Поэтому для того, чтобы эффективность была исполнения этого закона, нужно принимать соответствующие подзаконные акты на уровне Кабинета министров, соответствующих заинтересованных ведомств. Сюда, помимо прокуратуры, входит и Министерство внутренних дел, Контрольная палата в обязательном порядке, как финансово-проверяющий орган, Министерство по налогам и сборам. Должны быть разработаны совместные нормативные акты правового характера, которые будут позволять реализовывать исполнение этого закона. На сегодняшний момент это так. Ну, кто-то должен дать отмашку, наверное, да, для этого. Вы понимаете, дело здесь не в отмашке. Вот с уважаемым Астамуром сейчас мы говорили, что еще в 2012 году в этой студии мы обсуждали вопрос, связанный с коррупционной составляющей в стране. Именно это еще было на депутатских... А? Именно с этим законом о декларировании. Согласен с вами, согласен с вами. Мы обсуждали это еще в 2012 году. Насколько мне известно, сейчас точно не могу вам сказать по временным промежуткам, но еще с 2009 года прокуратура Республики Абхазия, то есть прошло более 10-11 лет, готовился и направлялся в Народное собрание законопроект, пакет документов, именно вопросов, касающихся борьбы с коррупцией. Эта работа ведется постоянно. В настоящее время в Генеральной прокуратуре Республики Абхазия создана рабочая группа, которая разрабатывает соответствующий пакет проектов, законов, не только антикоррупционного характера, но и иных, но в том числе и антикоррупционного характера, которые находятся на стадии доработки и вновь будут направлены президенту и Народному собранию Республики Абхазия. Это законодательная инициатива, которая обладает прокуратура республики и которую мы используем в полной мере. И использовали постоянно на протяжении всего этого времени. Ну, имелось в виду, когда говорил я про антикоррупционный закон, именно вот про эту 20-ю статью, естественно, что есть и другие законы. Вот. Ну, вы понимаете, 20-я статья, опять же, не является панацеей, я вам еще раз хочу сказать, сейчас что... конкретно это вот была... Ну, закон о декларировании, который был принят, вот уважаемый депутат сам здесь пояснил, что он не вступил в законную силу. Что он принят, что он не принят, никакого действия от него нет. Так как там четко оговорено, что вступает он в силу после принятия закона о государственной службе. Я позволю себе здесь согласиться, что закон о госслужбе является в этом случае приоритетным, так как он определяет само понятие государственного служащего. То есть объект и субъект разграничения дает по этим вопросам. Поэтому, разумеется, до принятия закона о декларировании необходимо было принимать закон о государственной службе. Здесь немножко и с технической точки зрения, и с временной точки зрения порядок был нарушен.
Мы, грубо говоря, опередили события, принимая этот закон. Поэтому он на Очень сегодняшний день не активная действует. группа, поэтому, наверное, они вас догнали. Можно, Конечно, да. если вы позволите? При всем уважении к вам, я вот все-таки рискну возразить. Давид, спасибо, что вы вспомнили, что мы в 2009 году обсуждали не пакет, а именно конкретный закон о декларировании чиновниками собственности. Вот вы сказали о том, что, я читаю, принятый закон парламентом Республики Абхазия, статья 16. Настоящий закон вступает в силу с момента вступления в силу, с момента принятия. С момента принятия. Оставим тот факт, что 11 тысячам людей было обещано вступление закона в силу. Депутаты голосовали за вступление в силу закона. Но в силу такой бюрократической тягомотины получилось так, что закон не вступил в силу. Хорошо, не будем ворошить прошлое и упрекать друг друга. Здесь один момент. Вы говорите, Давид, о том, что необходимы подзаконные акты для осуществления этого закона на практике. Какие подзаконные акты нужны для заполнения декларации? Для заполнения декларации необходима авторучка. Вы заполняете графы декларации, где вы указываете свое имущество, бизнес, бизнес супруги, ребенка и так далее. Вы все это указали. Это все вывешивается на сайте налоговой службы. Этот закон настолько универсален и прост. Даже при всеобщей нашей продажности, вот мы, слава богу, биография у вас все замечательно, поэтому я могу моделировать вот в такой студии, да. Даже если мы на Койбаркана будем покрывать друг друга, любой гражданин Абхазии, согласно принятому парламентом закону, имеет право обращаться в суд, и за ложь в декларациях чиновник отстраняется от занимаемой должности. Ну да, Статья когда 15 когда есть этого бумага, закона гласит: можно отталкиваться за предоставление недостоверных, неполных и ложных данных деклараций чиновник, должностное лицо отстраняется от должности без права восстановления Все понятно. на госслужбе. Еще один важный момент. Нам говорят, это не панацея. Если искать панацею, ее вообще не существует. Можно вообще ничего не предпринять. Вот мы имеем печальный опыт с Давидом. Мы в 2009 году этот закон обсуждаем. Тот созыв парламента согласен, не принимает, не вступает в силу закон. Этот, если ждать панацею, никогда не вступит в закон и ничего не будет предпринято. Ну, сразу все не бывает. Еще Естественно, один сперва момент. закон, Нет потом... ни одной страны цивилизованной, ни одной, в которой бы чиновники не декларировали свою собственность. Ни одной. Ближайшая Туркмения, там тоже так же, такой же феодальный строй. Еще один момент очень важный. Вы говорите, что у нас принят закон о противодействии коррупции. Принят? Да. Но если из закона о противодействии коррупции вытащить его основные активные элементы, то есть декларирование чиновниками собственности, отслеживание их активов, понятно, активов их семей, если в этом законе нет конкурсного подбора кадров на госслужбу, то это недееспособно. То есть, если вы вытаскиваете мотор из машины, муляж остается, но эта машина уже никогда никуда не поедет. Почему у нас нет громких антикоррупционных расследований? Ну, он сказал, почему нет. Так, Нету не поэтому. подзаконных Это не актов, поэтому. нет. Если вы дадите механизм обществу, госслужбам, механизм по прозрачности активов чиновников, то у вас сразу не будет вопроса, а где эти деньги? Эти деньги в недвижимости, эти деньги в счетах в банках,
на имя семей. Нас очень раздражает, когда люди, продающие пансионаты, присваивающие себе путем мошеннических сделок пансионаты, объекты собственности, перепродающие эти объекты называют популизмом, декларирование чиновниками собственности. Популизм – это кричать о коррупции, говорить, что если вы меня назначите, будет вам счастье. Вот это настоящий популизм. А декларировать собственность – это стандарт. Еще один момент. Нам постоянно говорят, что нам необходим закон о государственной службе. Дескать, мы не знаем, кто такой госслужащий. Открываем страницу этого закона. Это принятый закон. Там раскрыто понятие, собственно, в законе внесено пункты, институты и термины, да, внесено, кто такой госслужащий, кто такое должностное лицо, кто такой публичный служащий. Еще один момент, очень важный. Почему-то так как-то получается разночтение. Позиция прокуратуры, дескать, нам нужен закон о госслужбе. В этой же студии ныне действующий президент республики Аслан Георгиевич Бжаня говорил на абхазском, что этот закон абсолютно самостоятельный закон. Я могу это продемонстрировать показать видео в нашей группе, что этот закон касается публичных служащих. Публичных, не всех госслужащих, публичных служащих. Понятие публичного служащего определено в этом законе. Здесь еще очень надо следить за деталями. Во втором чтении, в третьем чтении закон назывался «Закон о декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». В финальной стадии было заменено его название государственными служащими. Теперь нам говорят, чтобы увязать этот закон с законом о госслужбе. Это, знаете, как в сказке Кощея, знаете, это яйцо в утке, утка там в зайце и так далее. Слушайте, 11 тысяч человек подписало воззвание, да? Ветераны войны, дословно, цитирую, мы, ветераны войны, обращаемся незамедлительно созвать экстренное заседание сессии парламента и принять наши требования по вступлению в силу закона с озвученными поправками о декларировании должностными лицами и собственности и доходов. Никакой сложности по имплементации этого закона нет. Более того, знаете что, если этот закон не будет принят, я в этой студии это говорил трижды. Это вот сейчас третий раз будет. Если этот закон не вступит в силу, мы дождемся еще одного раза, когда обозленные люди будут использованы как таран для того, чтобы еще одну пересменку чиновникам нам устроить, которая ничего не меняет. Ну, не надо сейчас призывать к этим вещам. Это знают все. Это было у нас в прошлом. И еще один момент. Президент республики говорит о потере 1 миллиарда рублей от коррупционной составляющей. 1 миллиарда. Вдумайтесь в эту цифру для очень бедной республики. Это всего лишь 1 миллиард республики потерян, ни 1 миллион не возвращен. Ни один преступник не оказался в местах отбывания лишения свободы. Да? У нас... Мы привозим какого-то инвестора, открываем малюсенький объект на 10 миллионов и благодарим его. У нас таких объектов на этот миллиард можно открыть море. И благодарить никого не надо, наши деньги. У нас инвестпрограмма половина не осваивается, половина инвестпрограммы не осваивается, год за годом это продолжается. Потратить не успевает госслужащие наши деньги, да, которые Россия дарит нам. Никто, эти люди на своих местах, продолжаются схемы, те же схемы, безработица зашкаливает, то есть у вас есть деньги, а мне нужна работа. Вы не успеваете дать деньги за работу, эти деньги
отлаживается на межправкомиссии, уходят в сторону, это при тотальной безработице. И еще один момент очень Вот важный, я момент хотел, вы, был, Гарри, вы что- правы. Валерий Вы, Ильич, вот именно, и может, название не все правильно. сразу, потом, может, еще... У нас не коррупция, понимаете? У нас феодальный строй в чистом виде. Коррупция – это когда в России полковник Захарченко прячет 9 миллиардов в квартире, боится, что его разоблачат. Вот это коррупция. У нас при зарплате малюсенькой можно быть Можно не прятать. не кичиться можно этим богатством, подкупать громил, которые тебя будут охранять, подкупать интернет-тролли, подкупать СМИ, которые тебя будут восхвалять. Это чисто феодальная модель. То есть я не отчитываюсь перед избирателями. Я считаю, ну а что я вам буду отчитываться? Не, ну это всё моя добыча, я известный распоряжаюсь. факт. Чисто феодальный. Растамович. А вот вступлением в силу нашего закона у нас появится коррупция. Вот тогда они будут прятать активы, переоформлять, попадаться, Может быть, не выдавать сразу, друг но со друга временем, наверное, так и будет. будут. Но это время. Дадим слово Абиссалому Кларте. всё, конечно. Потом мы еще к вам перейдем. Я думаю, что у вас еще много моментов будет. Вот член общественной палаты, Абиссалам, Спасибо. вы Спасибо. вот Я, как честно смотрите на говоря, эту проблему? Тут очень квалифицированно, грамотно юридическую сторону этой проблемы объяснили, и представитель инициативной группы довольно-таки он так вот дотошно все это изучил, это все Ну, приятно столько лет слышать. он этим занимается. Но я хотел бы чуть-чуть в другую сторону, обсудить, что, в принципе, вот мнение такое, что этот закон, вообще любой закон, не является панацеей в решении такой сложной проблемы. Вообще, коррупция, это по латыни «коррумпирес» означает «растление». Вот само слово – это очень опасное слово. Даже я ничего нового не скажу, все прекрасно информированы, самые крупные, состоятельные государства, мощные государства с мощной и богатые, и силовыми структурами мощными, они разваливались из-за коррупции, это мы знаем. Если, в принципе, знаете, как есть такое мнение, что когда новое государство формируется, молодое государство, именно вместе с ней формируется коррупционная составляющая. Это как бы, аксиома, такова жизнь, к сожалению. Вот. Мне хотелось бы немножко, знаете, как мы все называем коррупцией, но отделить коррупцию от хищения и от других форм. Есть коррупция даже в некоторых ситуациях, она безобидная, может даже и пользу приносит, но и хищение называют коррупцией, другие, это неправильно, это чуть-чуть людей вводит в заблуждение. Если я должностное лицо устроил на работу своего родственника, это коррупционная схема, это коррупция. Понимаете, если я должностное лицо сумел сделать так, за какой-то там подряд получил откат, это тоже коррупция. Но когда деньги не исчезают в неизвестном направлении, и огромные суммы, о чем он говорил, это уже не коррупция. Это президент говорит. Понимаете, это хищение, это уголовное преступление, оно по-другому должно Самое банальное квалифицироваться. преступление. Чтобы вы понимали, вообще, очень интересный факт хочу вам сказать. Есть такая организация «Мировой голос», она проводила опрос в 23 странах. И вот канадская какая-то, организация опубликовала это исследование. При опросе, что больше всего вас тревожит, на первое место вышла коррупция, опередив как нищету, безработицу, экологические эти проблемы, связанные с потеплением и терроризмом. Настолько людей тревожит коррупция. Коррупция, где сильно развитый гражданин чувствует себя беззащитным и незащищенным. Оно, как вам сказать, стимулирует социальное напряжение. Это очень важно, понимаете, одними законами, наверное, невозможно эту проблему решить, и без само общество в целом
должно быть настроено на это, понимаете? Ну, без законов, наверное, вообще Но никак не я вам решить хочу это. сказать, чтобы какое бы сильное государство не было, какие бы идеальные законы не были, какие бы силовые структуры мощные не были, в бездуховном, безнравственном обществе нельзя победить коррупцию. Мы должны начать с личности. Вот личность, которая дезинтегрирована, понимаете, где нет морали, где нет духа, ну, невозможно в обществе сформируется из личности. Поэтому нам нужно тут комплексно, наверное, подходить к решению этой проблемы. Вот я пример свежайший приведу. Вы знаете, это было волевое решение, даже незаконное, такое волевое решение президента о провозе, значит, на цитрусовые, опустить цену до 6 рублей. Но вы обратили внимание вообще, какое противодействие было такое скрытое, явно, это неправильно, вот затор, вот все образовалось, вокруг этого такая шумиха образовалась, я внутренне даже думал, неужели дрогнет, неужели отступит, но продавили, значит, когда есть воля руководителя политического, да, первого, тогда вот налицо вам результат. Это приблизительно, я вам скажу, значит, так вот, где-то 35 тысяч тонн прошло, вот умножьте 35 тысяч на 6 рублей, это порядка 250, там где-то миллионов По-моему, рублей, президент которые выезжал досталось даже производителям на сельхозпродуктов. границу как раз вот в этот период. Тот второй вопрос Убедиться, тоже был как решен это. по поводу, вы знаете, фактически наши производители от фундука потеряли российский рынок, тоже было принято решение. И сегодня на 70% восстановлен этот рынок. Но вы понимаете, не может волевым решением все эти вопросы навязывать. Вы знаете, сегодня вот какие проблемы у нас и с майнерами. О чем говорит, кто такой майнер? Наш же гражданин. Наш соотечественник, с которым мы сидим, который пьет за наше здоровье, говорит красивые тосты, но он видит, как люди страдают. Он видит, как дети, маленькие, младенцы, на 9-м, это какие проблемы. Ну, сидит молча, заняв позицию страуса. Абисалом Алексеевич, вы думаете, если бы он был бы более моральным, там, ну, не Да. знаю, это ему помогло бы? Конечно, конечно. очень Я считаю, сомневаюсь. что духовность и мораль должно быть в Ну, основе в какой-то всего. степени это, наверное, Без этого мы способствовало. никогда не построим государство. Но без того, что человек опасается, что он будет наказан, Не, я с вами согласен. А все Государство должно не идти, строится все только должно на- идти вместе, понимаете? Да. Вот какие бы вы законы ни приняли, вот, ну, возьмем пример такой, да, яркий, Китай. За 10 лет, по-моему, с Казнили. 2000 по 2010 год, 10 тысяч чиновников были расстреляны. Да. Остановило это коррупцию? ну, у них все-таки Да. процент... Нет, оно не остановило, процент, но а оно с коррупцией уменьшило, нигде не справляется. оно уменьшило давление, значит, Это самая коррупционную растущая составляющую. экономика А мира. государства. полностью нигде не Миллиард справились с с коррупцией. лишним. Конечно, Но конечно. какой-то Миллиард с уровень лишним. должен быть вот, приемлемый какой-то же, да? Вот. Вы позволите, я вот и вам бы хотел бы при всем моем уважении к вам, Беслан, возразить. Вы знаете, вот под аккомпанемент моральных лекций была разграблена Абхазия за четверть века. Я бы сказал бы не моральных, а аморальных лекций. Не, они очень моральные были, такие, знаете, антураж был, все было классно. Я молод был, я думал, это правда. Вы понимаете, и вот под вот это вот трескотню хорошо завернутую, о морали, о ценности Апсора, Аламоса, Ауэра, понимаете, пока люди слушали это, люди переоформляли на себя земли, участки, госсобственность, стали феодалами по своей Не, у нас сути. красиво говорить Они стали умеют феодалами почти по каждый. своей сути, понимаете? Это И еще один момент. Нам не говорят, способствует. это менталитету абхазскому. Как раз таки менталитету абхазскому этот закон не противоречит. Это чисто абхазский закон. Если ты честный человек, ты говоришь, я хинпиаугаз. Я хинпиаугаз, я нуцот, ужлары рухот, я хинпиаугаза мал. А если человек натаскал барахло соседей, да, то он не сможет, естественно, сказать это. Да. И потом еще у нас такая есть, это вот мы будем жаловаться друг на друга и так далее. Вот наши чиновники отлично жалуются друг на друга, публикуют материалы, уничтожают друг друга. Апсоревзам, кстати, вы. Уничтожают друг друга, уничтожают друг друга интернет-троллями и так далее. Но
как заходит речь о нашем законе, они пытаются представить дело, как будто бы они на Абхакян и исповедуют какую-то высокую абхазскую мораль. Человек, который берет деньги, поступающие от дружественной Российской Федерации, человек, который с бюджетные деньги берет, человек, который по родству, по подхалимству назначает людей, а не по конкурсному подбору кадров. Какой это национальный герой, какой, псором обри, ламысром обри. А звихуче, Ну, понятно, это всем это известно, понятно, что это вот понятно это- настолько уже, да, настолько, что Тут констатация если даже это не излишняя. изменить, если это не изменить, и понадеяться, что мы вот как-то вот не получится. Либо этот вопрос будет решен цивилизованно, нормально, либо этот вопрос будет решен так, как его всегда решают у нас. Вот к Давиду Константиновичу еще раз вот хочется все-таки уточнить. Можно переводить Вот, пакеты, говорить, мы там пакет примем, мешок Сейчас примем. Не нужен нам пакет. Вот это, вот, знаете как, пусть задекларируют собственность, а потом пусть пакеты Понятно. принимают. Вот вы говорили, что те законы, которые существуют, антикоррупционные, вот ну, нет никаких подзаконных актов, да, вот и 10 лет вот это вот не удается сделать. Есть же куча примеров в других странах, такие же законы, нельзя вот как-то это ускорить процесс, там, посмотреть опыт. Почему вот, то есть, получается, есть институт, а, в общем, руки связаны. Я понял ваш вопрос. По данному вопросу хочу вам пояснить следующее. Я абсолютно согласен с вами о моральных принципах, которые должны существовать в обществе. Моральные, устойчивые принципы, хорошие, правильные человеческие принципы общества – это один из факторов благосостояния и 50% благополучия успеха. самого государства в целом. Я абсолютно… Здесь они неотъемлемы друг от друга. Моральные человеческие принципы плюс сопровождающиеся правильным правового характера документами. Все правильно. По поводу вопроса, который вы заняли. Я не говорю о том, что не существует каких-то сопутствующих документов, которые позволяют разрешать вопрос. Я говорю об их эффективности. Все, я прекрасно понимаю, о чем Ну, сейчас извините, говорит если вы следствие Астамур. проводить не можете, Я прекрасно если вы понимаю, о чем сейчас привлечь говорит можете. Астамур, но хочу подойти к этому вопросу, опять же говорю, с точки зрения правового характера. Коррупционные преступления, вообще как вид преступлений, это должностные преступления. То есть коррупционную составляющую можно найти в действиях только должностного лица, никак не иначе, потому что он проявляет ее с использованием своего служебного полномочия. Во втором случае коррупционные преступления вот, фактически в большинстве своем, в полном объеме носят характер финансово-хозяйственных преступлений. Понимаете? Они связаны с денежными средствами, с определенной выгодой, которую лицо извлекает из своих преступных деяний. Вот тут, о чем я и говорил, необходима проработка совместных нормативных актов между заинтересованными ведомствами. Вот будь то прокуратура, будь то Министерство внутренних дел, будь то, еще раз говорю, контрольная палата, которая непосредственно занимается финансово-хозяйственной деятельностью, проверкой Мы ее. их тоже приглашали. Вот но, когда к будут сожалению, разработаны закон, еще раз говорю, мало принимать закон, надо готовить соответствующую документированную базу, которая позволит его исполнять и воплощать в жизнь. Вот чего не хватает нам немножко. Мы неоднократно под руководством генерального прокурора в свое время, это было буквально года два назад, было проведено координационное совещание с участием всех силовых ведомств. Были разработаны соответствующие поручения для того, чтобы выработать единую систему работы. Допустим, прокуратура дает оценку действиям того или иного должностного лица с правовой точки зрения. Сопровождать все эти действия для того, чтобы привести к логическому завершению, должно Министерство внутренних дел в лице оперативных подразделений. Вот нету, к сожалению, совместной работы в этом плане, которые бы регламентировались приказами внутреннего характера, межведомственными соглашениями. Я говорю именно об этом. Эти вопросы стоят, эти вопросы разрабатываются, но, к сожалению, пока до логической точки зрения они не доведены. Сам закон, который сегодня действует по противодействию коррупции, является
не совсем полным и объемным, к сожалению, большому. Я не знаю, кем он разрабатывался, когда принимали его, но заметно любому правоведу, юристу, что он принимался на скорую руку, видать, вследствие определенных обстоятельств. К сожалению, это то, что есть на сегодня. Там вас А можно смущает? Что Астаму? конкретно? Можно вот простой вот вопрос? Ну, Вот какой-нибудь по этому пример, Давид, закону. конкретно, Астаму, конкретно, да, что не в иногда я общем, тоже а вот что-то конкретно спрошу. что. Вот очень простой закон, ну, задекларировал человек, написал, если неверная информация, ну, естественно, то есть его Какой подзаконный акт там? просто Господи? можно попросить Какой? занимаемой должности, да, или... Вы знаете как, я Это же абсолютно вот согласен просто, со на самом Стамуром, деле. что вот закон о декларировании в полном спектре законов о противодействии коррупции является необходимым. Да, И может один быть из- достаточно одним из самых фундаментальных. Да. Но опять же я говорю, здесь надо подходить с правовой точки зрения. Ну, когда ставится вопрос, что не представлены полные данные, человек увольняется с занимаемой должности. Автоматически. Правильно? Стам? Я согласен с вами. Но исходя из того закона, вот, который принят, мы ограничиваем круг лиц, которые обязаны представить соответствующие декларации. Никогда не надо в этом случае списывать со счету человеческий фактор. Когда от меня требуется предоставление иных членов моей семьи, совершеннолетних членов моей семьи, куда входят дети, супруги, родители, брат, сестра. Правильно? Так вот, я же не могу гарантировать, что может быть у совершеннолетнего члена моей семьи, который уже сам является состоявшимся человеком, из имущества. Может быть умышленно, я говорю, человеческие взаимоотношения в семье тоже никогда исключать нельзя. Может быть умышленно предоставляются искаженные данные. И тут мы декларанту не оставляем способа защиты, что нарушает, одну минуточку Астамур, что в свою очередь тоже является нарушением прав человека. Я согласен, что неверные данные должны нести за собой последствия Чиновника должна быть какие-то образцовая семья. существенные последствия. Но для этого нужно, ответят. чтобы в этом же законе была прописана процедура, что при предоставлении искаженных данных назначается соответствующая проверка определенным уполномоченным на то органом, которая выясняет обстоятельства представленной информации, и уже поэтому принимается решение. Понимаете? Вот тут мы опять же, вот как был ранее принят закон о декларировании, с оговоркой, что он вступит в законную силу после того, как будет принят закон о госслужбе, то есть фактически приняли документ, который не действует. Изначально знали, что он действовать не будет. Не приняли документ. Документ не вступил в силу, как он может подействовать? Я и говорю, фактически парламент рассмотрел законопроект, принял закон, но с оговоркой, что он вступит в законную силу. Ну, я не знаю, здесь эффективность, какова Момента эффективность? Как Подписание у может вас быть там эффективен или как закон, он который не вступил в силу? Вот я об этом Если и говорю, вы не Астам. позволите вступить в силу, как... Извините. Я об вы этом и говорите- говорю, Астам. Один момент. Вы говорите о том, что у нас законы неэффективны. У нас огромное количество неэффективных законов, принятых и вступивших в силу. И у нас есть один закон, который не вступил в силу, но который... Вот он не сработает. Он что, не сработает, да? Не бойтесь. Астамур, Он практика сработает. Еще всегда один момент. показывает одну По вещь. презумпции Закон невин- будет эффективен, когда, как я вам еще раз говорил, когда Дайте ему будут шанс вступить в силу, сопутствующие Господи. правовые документы, принятые для возможности разработки механизмов его реализации. Один момент. Вы говорите о презумпции невиновности. Я не говорил о презумпции невиновности. Ну, вы Я имели говорил в о виду некоторых это. нарушениях прав человека. Вот смотрите, нарушение прав человека, да. Во всем мире ваши коллеги в России, в Британии, везде члены семьи их декларируют собственность. И это не считается нарушением Но прав если они человека. подвели, то подвели. Никогда Все, бы к Организация сожалению. Объединенных Наций вот так вот не принимала бы с такой помпой закон 185 странами, нарушающий права человека. Это первое. Второе. Если человек не может предоставить декларацию своего сына, то он тем более не может распределять инвестпрограмму. Он не может распределять финансовые потоки. Он не может бороться с коррупцией. Потому что он не может контролировать своего сына.
Как он Не всегда может, обязан если это он делать. своего сына не может декларацию предоставить, как он будет находить миллиард рублей Астамур, он не похищенных? обязан контролировать своего сына. Нет, предоставить декларацию. Астамур, никто Это же не мировая возражает практика. против того, чтобы лица предоставляли декларацию. Говорится о том, что ежели будет предоставлена какая-то искаженная информация, чтобы по этому факту назначалась определенная проверка. Мы говорим об этом. Один момент. Вот смотрите. Ну, если это мелочь какая-то, Вот то здесь это Томас понятное Кесма дело. был, здесь был Камки, их схашты, друг наш, юристы были, они объясняли. Закон вменяет в обязанность заполнять и перепроверять данные декларации. По этому же действующему закону человек, забывший там, и так далее, да, вот забыл человек, что-то с ним случилось в течение месяца, может внести сам изменения. То есть забыл он, что у сына банковский счет или квартиру он ему купил там в Монако, забыл он, да? Далеко. Вспомнил, записал, да? Это его в кандалах никто не выводит с кабинета. Вопрос в другом. Когда закон вменяет в обязанность заполнения декларации, и чиновник в письменной форме врет своему работодателю, народу Республики Абхазии, он за эту ложь, письменную ложь, отстраняется от занимаемой должности всего лишь. То есть, если человек забывает о своих активах, у него либо альцгеймер, человек слабоумный, он не может работать, либо это просто коррупционер. Ну, а если Это что-то мировая некрупное, практика. Астамур, Ваши коллеги, вы можете поинтересоваться. может, он забыл ваши небольшой коллеги какой-то на объект. ваших постах, Не в остановлен. прокуратуре России даже, они декларируют, и сыновья декларируют, у них потом проблемы бывают, их то блогеры Астамур вытащат. Валерьевич, вот, Еще один момент сколько важный. у вас моментов? Один- Допустим, объект не крупный, мелкий какой-то, вот за это тоже, здесь ну, такое не мелочь сказано. какая-то. Двухгодичная ваша зарплата. То есть не надо декларировать покупку, там, я не знаю, 100 там, пылесоса или там, стиральную машину за 50. Не надо. Двухгодичная зарплата это где-то примерно 500-600 тысяч. Вы же помните, У кого 500-600? ну где-то, ну, человек суммарно. получает 1020, допустим, 15, сколько там, 600, у кого-то 700, у кого-то 500, 2 года. Человек, если не помнит трату за 700 тысяч, ну, месяц вспомнит, никаких проблем. И один момент. Вы знаете, я знал, что никакого эффекта, никаких антикоррупционных расследований не будет без вступления этого закона в силу. Знаете почему? Потому что антикоррупционный отдел прокуратуры на слушаниях в парламенте говорил о нарушениях прав человека согласно нормам, дескать, декларируя члены семьи, это нарушает их права и так далее. С таким подходом никакой результативности быть не может вообще. С таким подходом надо идти в адвокатуру, а не в прокуратуру. Потому что и вы, контрольная палата, КРУ, Минфина, это, депутаты парламента, президент, не мы должны эту тему активировать. Вы должны эту тему активировать, если на самом деле хотите докопаться до истины, вы должны эти вопросы ставить. Чиновник, не декларирующий свою собственность, принятый на работу по прихоти начальства, априори не может ничего сделать. У нас есть волевые, хорошие люди на госслужбе. Я прекрасно к вам отношусь, Давид. Вы знаете мое отношение к вам. Но вы никакого результата без вступления в силу этого закона не сделаете. Без вступления этого в силу закона вы найдете одного человека, станете с ним врагами, ваши же коллеги будут не подыгрывать и неизвестно кому подыгрывать будут. Понимаете? Здесь одного офицера порядочного назначить не хватит. Здесь всю госслужбу по этому закону надо зачистить сначала, по конкурсному подбору набрать, и только потом могут быть результаты. Это не моя идея, это общий мировой стандарт. Мы можем говорить о морали, о нравственности, об истории, о проблемах кое-какого, о сельское хозяйство. Здесь этот закон, знаете, чем опасен? Это математика. Это математика против демагогии. Дебет, кредит.
У тебя источники дохода, у тебя бизнес. Укажи этот бизнес. Астон Валерьевич, все понятно, минут 10 осталось, другим Разрешите тоже я, дадим если поговорить. можно, Конечно, ответить на вопрос Астамура Валерьевича, вернее, на его высказывание. Вот я пытаюсь донести, что мы не против закона о декларировании, ни в коем разе. Я говорил о том, что наоборот, он является одним из основополагающих элементов целиком антикоррупционного пакета законодательства. Но подходить к нему надо выверенно, в том плане, что надо создать соответствующие условия, где можно перепроверять ту или иную информацию. Раз мы себя позиционируем правовым демократическим государством, то надо принимать все меры для того, чтобы непосредственно установить ту или иную вину человека, того же должностного лица, либо его невиновность. Ложь Говорим мы декларация. об этом. Касаемо других моментов, о которых вы говорите, вы знаете что? Именно прокуратура Республики Абхазия внесены такие предложения, как полный, тотальный мониторинг всех лиц, назначаемых на госслужбу, с учетом продвижения их вплоть до должностных, начальствующих позиций. Это определенный мониторинг, который тоже должен вести соответствующей службой. Мы говорим о том, что вот эти все механизмы должны быть прописаны не исключительно с правовой точки зрения. А вы хотите для того, нашу- чтобы при вынесении уже на выходе, допустим, какого-либо приговора в судебном порядке, все позиции прав человека, даже у лица, который привлекается к уголовной ответственности, были соблюдены. Мы же правовое государство. То есть Мы абсолютно не против декларирования, я еще раз говорю, мы только за. Но проработать механизм контроля над всем этим. простой контроль. Вы врете в декларации, вы уволены. Вы не врете, вы работаете. Это так работает во всем мире. Еще один момент. Вот я о том-то и Предложение. говорю, что надо провести проверку, чтобы доказать, врут или нет. Очень просто проводится Я согласен, проверка. Я что вытаскиваю просто, ваш расчетный счет. Валерьевич. У вас поступила сумма за продажу земельного участка. Я вам говорю, вы не задекларировали. Вы отправляетесь домой. Все решается просто. Это так делается. Еще один момент. Мы предлагаем вам, прокуратуре и контрольной палате, мы это предлагали в 18-м, в 19-м годах предлагали. Давайте устроим общую встречу с участием средств массовой информации и выясним, почему материалы контрольной палаты дальше не двигаются. Что происходит? Объясните. Что там не так? А Почему кто у нас... говорит, что они не двигаются? Один Откуда у вас такая момент, ну, информация? господи, Это годы прошли, ни один чиновник, не то, что не Вот вчера в президент тюрьме сказал, находится, в принципе, ни один чиновник не уволен с формулировкой «за нецелевое использование средств». То есть это самое легкое. Это 1 миллиард, это только то, что контрольная Господи, палата вы как 1 нарушение миллион не туда обнаружила. отправили, да? А Не туда. Я на вас самом увольняю деле с такой это- формулировкой. это же Даже не всё. этого нет. Вот Даже могу этого. я перекричать Мы тебя что саму? думаем? Понимаете, как? Где вопрос в том, у нас отличная контрольная палата, отличная прокуратура, хороший парламент. Вопрос в другом. Без этого закона, эта таблица умножения, не может математик выступать против того. У нас много разных законов, давайте все примем и так далее. Это все увод с темы. Астамур, Пакет давайте примем. выясним, почему этот закон Да не или вступает нет? в действие. Сейчас Всё. вот мы по этому поводу собрались, и давайте вот, может быть, все-таки Алхаз Владимирович, как вот депутат, я кто у не вас в лучше. парламенте категорически против этого закона, скажем так? Вот. 14 Мы, человек наверное, проголосовало за. За. Наблюдали, наверное, за Алхаз этими за голосовал, это я с точно знаю. слушаниями по телевизору, там мнения, начиная с того, что это правовой мусор, и заканчивая Кто это менее говорит? резкими. Один момент. Это удивительно, кстати, это феноменально. Действующий президент Аслан Георгиевич говорит о том, что он автор этого законопроекта. Мы вносим свою поправку за устранение человека за ложь декларации. И наш премьер-министр нынешний называет закон, предложенный действующим президентом, правовым мусором. До этого за 2 недели Александр Золотинский говорит, что это мы с Асланом Георгиевичем, вот мы за этот закон. Непонятно, так правовой мусор или ваш закон. Но это все вот эти фразы друг другу брошенные, да, они не Ну, ладно, не отменяют будем ничего. отвлекаться. Мы Я, отлично знаешь, относимся к нашему продолжим. премьеру, желаем ему здоровья, кстати, желаем ему здоровья. Я парламент имел в виду, вот кто Мы желаем ему против, кто здоровья. за. Мы уверены в том, что мы, более того, мы против, знаете чего? Против того, чтобы мы никогда
не дрались за кресло. Вот Беслан Нафикар, Абриса Захана, Пытаемся мы хотим, выяснить, чтобы почему и этот премьер закон не остался вступает в на своей действие. Вот должности, чтобы послушаем. не за должность премьера драка шла, Остановились. шла, Послушаем, давай. шло Ты обсуждение хочешь и понять, принятие почему этого этот закон закона. не вступает в действие? Вот выясним, может быть, Я что-нибудь. в данном случае не адвокат парламента, наверное, не лучший оппонент вообще по этой теме, но тем не менее, я считаю, Астамур, при том, что ты утверждаешь, что вы ничего не достигли, и вас, грубо говоря, обманули депутаты, так, ну, я утрированно, может, говорю, но Ну, я большой хочу шаг сказать, ты сделан. достиг многого, дружище, потому что все здесь стоящие в этой студии, вот наш возраст, чуть старше, чуть младше, мы все живем в стране, которая всю жизнь жила в коррупции. Люди просто не знают, как это жить вне коррупции. И поэтому, возможно, я, может, такую странную аллегорию, какое-то сравнение привожу, может быть, с этим связано такое противодействие этому закону, непонимание или делание вид, что мы не понимаем. У нас коррупция стала кровью экономики Делание частично, вида, да. как бы. Мы не Астамур знаем, как Валерьевич, жить по-другому, я хочу тебе сказать. Я вот хочу спросить, откуда вот столько прыти, столько энергии, столько настойчивости? Это вот сколько лет, с какого года вы этим занимаетесь? Вы представляете, вот вы Мало вот я времени, бы сказал, да, не да, поверил. Вот да, Давид да. подтвердит. 9 лет. Мы с Давидом Вот, 9 лет назад. Сейчас будет 9 лет, в феврале Вот это акцию было. голодовки вы провели. Мы обсуждали этот закон. Вот этот закон 9 Палаточки лет. поставили. Это какие-то средства, что же надо, да, купить палатки? Как, Их, кстати, господи, в Абхазии их и какие не купишь, средства? наверное, их Не, вы знаете, просто нет, нет. там особых средств не надо. Вот нам легче в этом плане, потому что нам никого покупать не надо. А вот если бы были бы у нас средства, конечно, мы бы не Ну, так. просто это другой всё. бы уже махнул Еще бы громче и оставил всё бы было. это Да. дело. Очень существенную, важную вещь сказал Алхас. Вы понимаете, общество не мыслит себя вне коррупции. Мыслит. 11 тысяч человек собираются. Астамур, Жить без этого не можно. договорю. Мыслит. Вот это очень важный момент. Вот это у нас трагедия, Не-не-не. понимаете? Мы должны, вот я бывший советский человек, да, вот в советское время вы, дети молодые, наверное, не помните, перед каждым фильмом, вот фильм в кинотеатр придешь, там была такая фитиль Фитиль, на 3 да. минуты. Все были антикоррупционные, которые нас делали честными и так далее. Начиная фильмы, вы знаете, с участием Миронова, Папанова, комедийные, все были борьба против именно коррупции, вот каких-то, да, таких левых дел. Я уже не говорю о театрах, Сатира. где Сатира знаменитый очень Лебедев была. играл и так далее. Понимаете, общество как-то боролось. Нас в школе этому учили. Общество продолжает. Понимаете, комсомол Ветеранские этому- организации обращаются. где у нас? Партии обращаются. Можно вот в это получается, что это нужно только вашей инициативной Нет, группе? нет, вы ошибаетесь. Вот смотрите, мы ветераны войны. И так далее, и так далее. Почему Ажива ветераны Бота, войны? Винджа Роман, Аргун Дмитрий, Аш Бавиано. 11 тысяч человек собирают подписи. Это не мы собрали подписи. Ветеранов войны более, насколько я по списку, это 4500 Так, человек. АБАШ, ветеранская организация, обращается. Ветеранский союз Горец обращается. Инвалиды, Астамур ветераны, Валерьевич, что этот Руслан закон надо Иванович принять обращается. государству, вообще То есть, никто, наверное, как раз здесь таки общество, не сомневается. общество Можно вообще готово. по другому пути Общество пойти. готово. Общество не ну, хочет нет, жить ну так, это, как в оно принципе, хитромудро, один вот из знаете, элементов, что успел, как не бы, успел. он Она так должен может быть жить. априори. Понимаете, мы потеряем нашу государственность, если мы не поменяем. Так, мы смогли Я с что-то вами выяснить? абсолютно согласен. Астамур Валерьевич, остановимся. Мы что-нибудь смогли выяснить? Вот вы инициировали Мы сделали сегодняшний главное, эфир. Гарри. Главное в этом- Что-нибудь мы выяснили? Я вам скажу, главное. Кстати, я должен вас поблагодарить. Да. Я должен вас поблагодарить. Я должен поблагодарить Ирину Шотовну Агрба. За что я скажу? То, что вы предоставили эфир, то, что вы подняли эту тему, направили ее в цивилизованное русло, это очень хорошо. Ключевое, Алхас Ихон Абра Диашу, ключевое – это понимание в обществе. Если это понимание в обществе не дадут средства массовой информации, люди в деревнях, знаете, как думают, люди встречают, ну они же приняли, что не работает, а он вступил в силу. Ну видишь, наверное, они правы, вот если они не будут знать, что это такое, как это работает,
то не будет общественного заказа. И Ну, то, что если ветераны обратились... чиновники, депутаты противодействуют принятию этого закона Да не и его противодействует. работе, допустим, Знаете как, ну, это естественно, они идет не- затягивание времени. наоборот, Я не не в знаю уже, хорошем что это. свете будут. Может, это какое-то вот личное соперничество уже перешло. Может быть, что-то другое. Может, по-разному. Но Вопросы, страдает страна. Один можно вопрос, мы редко видимся. Вот в России, по-моему, указом президента Российской Федерации введено декларирование Да. обязательно. Да. Все Ну, название там не будет. отдельно администрация президента, у них свои там какие-то, В той или иной в форме это правительстве всё свои, существует, то есть там общего не давно существует прич- пока, по-моему. Нет, там достаточно глубоко все тема разработана. Да. Ну, раз интервью давал глава государства, сам выходец из силовых структур, обещал база, его, по-моему, проект частично вот отражен в этом законе. Тоже путь, как бы. Ладно, нерадивые депутаты, как считают... Не, почему нерадивые? Я так никогда не говорил. Избиратель же не будет Я так уважать, никогда не если это говорю, не, дайте не я будет договорю. 11 работать. тысяч человек, вот ты говоришь, подписали, уверен, еще большее число против подпишет. У нас общество в Не середине подпишет. не может найти подпишет. истину. Мы Не, всегда не, или в одну крайность, или в Не, другую. не, Я не. хотя договорю. Вопрос даже, вернее, правильно сказать, задаю. Хорошо, не в виде закона, раз мы уперлись в эту госслужбу. Есть же другой путь решения. Волевым указом, приказом, как хотите назовите, вводит обязательно декларацию. Да, почему бы и не с администрации можно, конечно. президента, с Кабмина. Конечно. Ну, депутаты и так декларируют, пожалуйста, сделаем ежегодную декларацию, мы там при избрании декларируемся. Нет вопросов. Путь. Это путь. Напряжение один снимет момент. у этих 11 тысяч человек. Они же будут понимать, А что этот происходит. путь в чем тоже Декларирование именно публичных затруднение? госчиновников, ты упомянул правильно, там изменили на Да, госчиновников. изменение было, да. Ну, почему в госслужбу уперлась? Почему-то мы никак-то не Потому что озвучивали. затянуть время надо. Ну, Ну, это сейчас возможно, вот, не спорю с не тобой. всех же но при этом уровней есть же это чиновники право, интересны в этом право деле. да? Это явная затяжка времени. эта точка Это зрения время, тоже это время имеет показало. право на озвучивание. То есть принятие закона о госслужбе, кстати говоря, где по ранжиру четко и правильно расставлены, кто над кем, как, чем, как Вот командует. рядовому Это- чиновнику зачем нам это ждать нужно? закона о Вот, госслужбе, если какие-то в этом ключевые законе- Это руководящие. выливается в Алхаз, финансовые в этом расходы законе огромные. определено Ну понятие да, я говорю, госслужащего. рядовой Зачем? чиновник там... В самом законе написано госслужащий, лицо, занимающее и так далее, государственную должность Республики Абхазия, понимаются лица, занимающие должность, устанавливаемую Конституцией понятно, Республики, понятно. иное должностное лицо и так далее. Должностное лицо, все написано. Понятие определено, под понятие... Мы их знаем, но мы ждем, определить Господи? невозможно. Нет, при желании можно выдумать все, что угодно. Все, завершаем. Можно мы этот закон сегодня увязать этот там, эфир. законом каким-нибудь. Можно. Пытались что в мы скором выяснить, времени этот вопрос будет много решен чего было основным, сказано так сказать. интересного. Можно в заключение одну Конечно. фразу? Хотел бы я поблагодарить. Вообще-то большой труд, неблагодарный труд, чем они занимаются. Понимаете, вот то, что эта инициативная группа На так сотни упорно, системно вот это продвигает, это очень приятно. Спасибо вам большое вот за ваш Вам всем как бы в это дело вклад. И сегодня по вашей инициативе здесь, дай Бог, мы все хотим, чтобы именно реализовалось то, что вы делаете. Ну, что, Это есть общее люди, дело, я думаю, все какое-то здесь в студии хотят сопротивление этого. присутствует, мы это видим, но при том в настойчивости, которой вы У как бы нас идете, нет. я думаю, вы преодолеете У это. нас Самур нет, Валерьевич, после заднего нашего хода, эфира понимаете? все Либо зашевелится. мы сделаем это, либо нет. То есть у нас уже поздно сворачивать, понимаете? Мы такой путь прошли 9 лет. Остановиться сейчас значит признать, что все это было зря. Может, ошибка именно в такой категоричности? Может быть. Вопрос В задаю. спектре всех этих антикоррупционных законов этот закон тоже займет, я уверен, свое место. И наш эфир, может быть, этому будет как-то способствовать, все закрутится. Будем надеяться на это. Спасибо всем за участие. До свидания. Спасибо. До свидания.